Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Наша рабочая неделя начинается в прекрасной компании. Это Эдуард Кубатов, покоритель Эвереста. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Ну и Очень рад быть в вашей студии. Конечно, совершенно предсказуемо. Скажите, как все происходило, как вы покоряли Эверест, сколько времени заняла подготовка, само восхождение? Подготовка к Эвересту заняла 7 долгих лет ровно. Восхождение, сама экспедиция на Эверест происходила в течение месяца и 15 дней. Но сам штурм Эвереста, вот финальный штурм, произошел в течение 7 суток. 7 суток – это вот уже сама вершина. Да, это сам штурм самой вершины, это вот финальный выход на саму вершину. И оно занимало около 7 суток, потому что в штурм мы остались в непогоде, и мы практически 5 суток оказались в ловушке, и на 6500 метров дожидались погоды на Эвересте. И когда появилось небольшое погодное окно, мы сумели сделать восхождение. И практически 7-8 суток мы делали штурм вершины. Сколько человек было в составе экспедиции? Это была международная экспедиция практически из 6 стран. Было 16 человек, но добрались до вершины 4. Всего лишь 4? Да, в прошлом году, в 2021 году Эверест был очень по-особенному тяжелым из-за погодных условий. С 2007 года на Эвересте стояла самая худшая погода, и она дала только всего лишь на 2 дня погодное окно, это 12 мая и 23 мая. Все остальные дни в период, вот именно благополучный период для восхождения на Эверест, всего лишь 2 дня было возможным подниматься, 12 мая и 23 мая. И второй очень тяжелый случай, тяжелый момент, который влиял на экспедицию, это ковид. Непал был в красной зоне, шерпы очень сильно болели, мы все переболели. Вот. Уже после восхождения на Эверест, уже в Катманду, когда я планировал выехать в Бишкек, я не мог вылететь почти 5-6 суток из-за того, что у меня был положительный тест на ковид, и мне пришлось находиться в Непале, и после того, когда я только получил с 6-й попытки отрицательный тест, я сумел прилететь в Бишкек. Поэтому события, связанные с погодой и с ковидом, они очень сильно влияли. Поэтому процент восхождения в 2021 году он был самый-самый низкий за последние десятилетия восхождения на Эверест. Из 16 человек только 4 дошли, да. Вот остальные 12. Да, к сожалению, 1 член экспедиции у нас погиб. Остальные, да, имели проблемы со здоровьем, проблемы с акклиматизацией. Многие ребята переболели ковидом, в тяжелой форме, и это стало невозможным для восхождения. Поэтому причин много, и все причины связаны со здоровьем и с погодой. И в определенной точке они понимают, что дальше вперед идти не могут, и они идут назад. Да. И все это происходит на различных этапах. Где-то на 5000 метров, где-то на 6000, где-то на 7. Последний участник, который развернулся в нашей команде, это был Дмитрий Ливанов, бывший министр образования и просвещения России, ныне ректор МФТИ, очень удивительный и по своему содержанию сильный человек, профессиональный альпинист, и он на 8000 метрах из-за своего физического состояния был вынужден развернуться и отказаться от восхождения. Практически не дойдя 900 метров до Эвереста, последний участник, он развернулся с 8000 метров. Человек сам принимает решение, что дальше он идти не может. Да, в большинстве, в основных случаях, да, это принимает сам альпинист, но бывают моменты, когда принимает решение руководитель, лидер экспедиции, когда он видит, что его состояние не соответствует восхождению, или это имеет большой риск для всей экспедиции. В общем, в 2 случаях альпинист принимает или сам свое решение, или это принимает решение лидер экспедиции. В случае вашей экспедиции кто принимал решение? Да, Дмитрий Ливанов был очень волевой и сильный человек, он был и есть,
но решение об завершении экспедиции и начала спасательной операции принимал лидер экспедиции Александр Абрамов. Потому что он, Дмитрий Ливанов, несмотря на свое тяжелейшее физическое состояние, он все равно намеревался идти вперед к Эвересту, но на какой-то момент Абрамов был вынужден в принудительном порядке разворачивать, потому что это было уже между гранью жизни и смерти. Вы говорите спасательная операция, то есть человек не просто идет, кто-то его забирает, да? Нет. Как все это происходит? Как происходит возвращение? Спасательные операции мы производим своими собственными силами, альпинистами, шерпами нашими. Они тоже участники экспедиции. Мы делаем ее собственными силами или силами, скажем, смежных международных экспедиций, которые рядом. У кого есть силы, ресурсы, возможности. Каких-либо персональных спасательных групп или отрядов для спасения на Эвересте нет. Это практически невозможно. Поэтому мы спасательные операции делаем своими ресурсами, своими собственными силами. И как это происходит? Когда Дмитрия Ливанова начали разворачивать с 8000 метров, спасательная операция происходила силами наших шерпов, которые участвовали в экспедиции. То есть они спустили его до какого-то базового... До 6400 метров, и оттуда это единственное место, куда может вертолет прилететь, и потом уже дальше эвакуация шла на вертолете. Понятно. И все... Благополучно, все. Да, он был практически на грани, мы очень надеялись на то, что будет положительный исход, так и случилось, но он очень тяжело, это был тяжелый случай, но он выжил, и сейчас он ректор МФТИ, продолжает трудиться, приносить пользу для молодежи. Что вы ощущали, когда поднялись? Поднялись на вершину мира. Вы знаете, этот вопрос очень часто задается, и всем, конечно, интересно, какие эмоции испытывает человек там. Но вы вообще испытывали какие-то эмоции? Вы знаете, конечно, но этих кричащих, сильных эмоций там нет. Потому что ты доходишь до высшей точки Эвереста, ты понимаешь, что ты достиг своей заветной цели, но ты понимаешь, что борьба за жизнь еще не закончена. Еще надо спуститься. Еще надо спуститься, и 80% альпинистов погибает при спуске. Поэтому надо держать концентрацию, надо держать себя в руках и еще дальше продолжать бороться. Поэтому на Эвересте, конечно, ты ощущаешь, что ты достиг. И, конечно, там открывается невероятный вид и на Гималай, и на Тибет. Конечно, всегда хочется запечатлеть на всю жизнь эту картину с Эвереста. Она неописуема практически. И, конечно, у тебя главная эмоция или главное желание – это желание жить. Ты просто понимаешь, что ты достиг цели, и оно сразу уходит во второй план. И главной целью становится, на вершине Эвереста главной целью остается: теперь надо спуститься. Теперь надо живым, по мере, не потеряв здоровье, спуститься с Эвереста, вернуться на родину. Поэтому на Эвересте, когда ты достигаешь, у тебя одно огромное желание – это остаться живым. Какие эмоции были, когда вы спустились и стало понятно, что все, ваша экспедиция завершена успешно, вы покорили Эверест? Эти эмоции приходят по-разному. Кто-то в базовом лагере, кто-то на лагере 6400. Вообще, по альпинистским меркам считается, если ты вернулся на лагерь 6500, 6400, то ты, в принципе, остался жив. Но вы знаете, я уже когда спускался по стене Лхотце, это такой достаточно опасный участок, есть такой участок, желтые скалы. Когда я прошел желтые скалы, я уже спускался на 7600 метров. И тогда я понял, что я останусь живым, что я уже не отдам, что борьба за жизнь, в принципе, завершается в мою пользу. Я тогда, конечно, пошли сильные эмоции, другие эмоции. Тогда у меня пришло осознание, что я сумел подняться на Эверест и практически, наверное, останусь еще живым. Но тогда, вы знаете, когда я спускался, я сейчас очень эти секунды, эти минуты, они все равно живут во мне. Я также очень
вспоминаю все это. Вы знаете, когда первое, что ты, когда облегчение от того, что жизнь сохраняется, появляется, второе опустошение. Опустошение, что вот Эверест теперь уже есть, и вот это достигнутая цель, и вот 7 лет жизни, посвященные просто Эвересту и этому значению, и вот в какой-то момент Эверест теряет это значение, и вот, конечно, сильно. Опустошение. Это, вы знаете, я считаю, что, если честно говорить, я считаю, что это очень сильное чувство, да. Получить опустошение, значит, цель, и эта мечта, она была по-настоящему сильной. Да. Когда в первый раз вы поставили перед собой цель, почему покорить Эверест? Вы говорите 7 лет. В 2014 году, вы знаете, случайности в жизни же не случайные. Тогда я работал в очень крупной австралийской компании, и мой партнер, бизнес-партнер из Австралии, он профессиональный альпинист, и он позвонил мне, говорит: Эдуард, у тебя есть там пик Ленина, говорит, интересная гора, 7134 метра. Я вот планирую через месяц приехать и сделать восхождение. Может быть, ты составишь мне там компанию? Ну, естественно, я проявляю гостеприимство и говорю: да, я готов. Вот. Но это происходит за месяц, даже меньше месяца, там 23-24 дня оставалось до его визита. Я начал готовиться, тренироваться. У меня не было ни альпинистских навыков, у меня даже не было трекинговых навыков. Но видите, жизнь распределяет тебя так, что... То есть вы начали заниматься альпинизмом 7 лет назад? Да, 7 лет назад моя большая гора, это пик Ленина, я начал к ней готовиться. Это очень крутая гора, 7134, одна из высших точек нашей страны. Я к ней начал готовиться за 23 дня. Вот вы знаете, как судьба распределяет. Профессионально сильный альпинист, который готовился персонально к Ленину, он на 5400 разворачивается. Он как бы заканчивает свою экспедицию. А я поднимаюсь на пик Ленина быстрее 11 дней, 10 суток. Это получается очень в спортивном стиле, быстро, очень... И там, конечно, это была знаковая встреча. Я на пик Ленина встретился с очень легендарным человеком, Сергей Георгиевич Богомолов. Это один из самых выдающихся советских и российских альпинистов. И мы с ним в паре прошли пик Ленина. Он заметил меня в базовом лагере, и он предложил мне, говорит: давай сходим в паре, в напарничестве на пик Ленина. Вот вы так рассказываете, как будто это вот, а давай вместе сходим в кафе. А вы знаете, я даже не знал, кто он. Я даже не знал, и потом у гида спрашиваю, кто это вообще, меня вот предлагает. И тогда мне говорят: ну, Эдуард, это Богомолов, говорит, это легенда. И говорит, я, конечно, согласился. И мы с ним прожили 10 дней совместной экспедиции. Но вы знаете, 10 дней провести с Богомоловым в одной палатке и пройти вот это пик Ленина от начала до конца для меня имело огромное значение. Я считаю, что за 10 дней вместе с Богомоловым я прожил, может быть, 10-летний опыт, альпинистский опыт, который я мог бы получить на тренировках и у других тренеров. Да. Поэтому для меня Богомолов стал просто ключевой личностью. Вот. Когда мы уже поднялись на пик Ленина, я участвовал и в спасательных операциях, и во многих других вещах. Когда мы спустились, и уже в базовом лагере Богомолов просто мне сказал: говорит: Эдуард, больше ничем не нужно заниматься, у тебя есть талант к большим горам. И тогда я спросил в шутку, может быть, даже чисто такое немного по-пацански, говорю: а что, и Эверест у меня случится? А он такой говорит: да, Эверест обязательно случится, только проявить терпение к этому. И все, после этого, это 7 лет, после пика Ленина, долгих 7 лет тренировок, кроме Ленина у меня было еще 5 вершин, и я готовился, персонально, целенаправленно готовился к Эвересту. Давайте про 5 вершин вы тоже отдельно расскажете. Да. Вы хотите покорить 7 вершин? Да, есть уникальная международная альпинистская программа, 7 вершин, Seven Summits, это вершины самой высшей точки 7 континентов и материков. Вот, я уже осуществил восхождение на 5, осталось 2 вершины. Это Денали, это высшая точка Северной Америки на Аляске.
И Винсон – это высшая точка Антарктиды. Это вот две холодные горы остались, которые вот я планирую в течение ближайших 2 лет завершить эту программу. Кстати, альпинистов, которые завершили эту программу, не так много, всего лишь, может быть, несколько сотен во всем мире за всю историю. Вот. В Центральной Азии всего лишь 3 альпиниста, которые сделали эту программу, и они все из Казахстана. Вот. Поэтому их небольшое количество, и поэтому для меня сейчас это большая цель завершить программу 7 вершин. Поэтому я готовлюсь сейчас к экспедиции на Северную Америку и буду завершать программу уже в Антарктиде. А так я сделал восхождение на Аконкагуа, это высшая точка Южной Америки, 7000-ник. Эльбрус – это высшая точка Европы, Килиманджаро, Африка, Костюшка – это высшая точка Австралии. Вот вы видите, в этой программе есть вершина, которая почти 3000, Костюшка – высшая точка, и 9000 – это высшая точка Азии и всего мира Эверест. Поэтому такая интересная программа, она очень почетная в альпинистском мире. Я планирую ее завершить в ближайшее. Удачи вам, будем Спасибо огромное. держать за вас кулачки. А что было самым сложным в восхождении на Эверест? Самым сложным на Эвересте было ожидание. Погода? Ожидание. Вы знаете, вот мы прошли акклиматизацию. За месяц и 5 дней прошли очень хорошую акклиматизацию. Мы сперва поднялись на 7000, потом практически на 8000. И дважды мы поднялись на 7 и 8 тысяч и спустились. И все без рисков, без падений, без срывов. И все было То очень... есть вы поднимаетесь, спускаетесь для того, чтобы проверить, как реагирует организм? И мы дважды поднимаемся практически на 7 и 8 тысяч, готовим организм постепенно к высоте. И только на 3-й раз... я как-то спросил, когда второй акклиматизационный выход, я говорил Алексу Абрамову, говорю, остался километр, может быть, все-таки рискнем. И он тогда говорил, через 200 метров, Эдуард, ты останешься здесь вечным памятником на Эвересте. И вот мы спустились, и только на 3-й раз мы шли на штурм. Штурм мы идем уже в финальной части. И вот когда мы шли на штурм, ожидание самого было тяжелым. Мы пришли на высоту 6500 метров, это 3-й высотный лагерь. И в этом лагере мы прожили 5 суток, долгих 5 суток на 6500 метров в ожидании погоды. Вот это было самое страшное. Ждать каждый день погоду, понимать, расстраиваться, что ее нет. И не понимать, когда это будет. Да. И вы знаете, самое страшное для меня было на Эвересте услышать, что мы разворачиваемся и не будет восхождения. Эта ситуация была, и я тогда начал бунтовать. У нас произошел конфликт с лидером экспедиции, с Абрамовым. Я отказался спускаться. Я перестал подчиняться Абрамову. Это был очень сложный момент. Абрамов меня потом простил, я потом извинился перед ним. И я отказался тогда спускаться, и к моей чести другие альпинисты тоже меня поддержали. И это стало ключевым моментом. Это уже начинались 6-е сутки. И вы знаете, то, что мы проявили упорство и нежелание спускаться, оно сыграло очень важную роль. Практически в течение полусуток начала погода на Эвересте меняться на 6-е сутки. И это мое нежелание спускаться сыграло, возможно, тоже хорошую роль, потому что на следующий день, на 6-е сутки начала появляться погода, и мы вместо того, чтобы спускаться 6500 метров, начали подниматься на 7200, потом на 8 и потом уже на вершину. А какой должна быть погода для штурма? По крайней мере, она должна быть, хотя бы не должен быть такой сильный ветер. Хотя бы 30, не больше 30 километров. Чтобы температура была где-то в районе меньше 35 градусов. Например, условия, если минус 35 и ветер более 30 км в час, это делает невозможным обморожение, охлаждение, это не позволяет тебе подняться. Поэтому в принципе, погодное окно на 23 мая именно было впритык так. Примерно 30-35 градусов мороз стоял с утра, ночью, и примерно 30 км в час ветер. Но когда мы начали приближаться к вершине, температура начала уменьшаться, она опустилась где-то в районе 20-25 градусов, и ветер уменьшился до 15-20 км в час. Это, конечно, был такой
подарок от стихии, от своей судьбы. Поэтому на самой вершине было заметно лучше, чем когда мы начинали штурм. Вот эти 5 суток, что вы находились при таких погодных условиях, что вы делали? Вот я же говорю, это самое сложное было ожидание. Естественно, мы не могли двигаться особо. И потом все альпинисты знают, что на 6500 метров, на 7000 метрах твой организм ежедневно умирает. Он потихоньку угасает на 10-15% ежедневно. Ты потихоньку умираешь, потому что ты начинаешь терять ресурсы, жизненные силы, и жизнь потихоньку от тебя уходит. И поэтому говорят, что на 7000 метрах больше 5-6 дней нельзя, не рекомендовано, потому что ты просто на 6-е, на 7-е сутки просто останешься там. И вот вы знаете, экспедиция 21 года на Эверест, она прошла в принципе притык. И погода была просто, оно дало буквально полдня нам окно. И погодные условия были практически на грани, скажем, возможности восхождения. И наши ресурсы тоже находились на самой, на пределе. Потому что мы шли уже истощенные физически и морально. Потому что уже на 3-4 сутки на лагере 6500 мы уже практически не питались. Организм уже не принимал еду. Я на Эвересте весил 57 килограммов, при росте 1,81 м я практически потерял 10 килограммов веса своего. Поэтому мы пришли туда, на Эверест, на вершину практически между жизнью и смертью, отдавая жизнь, но продолжая за нее бороться. Как отнеслись ваши близкие к вашему... Когда вы сказали, что хотите покорить Эверест? Самое тяжелое, это, конечно, дети. Вот детей, я их понимаю, я тоже была против. Да, детей невозможно уговорить, детей невозможно обмануть. И дети не принимают эти вещи, когда ты говоришь о какой-то спортивной цели, о какой-то мечте. Они переживали за вас. Да, они переживали. Единственное, что я сумел убедить, дети мои привыкли к тому, что я никогда не вру им, что я всегда выполняю перед ними обещания. Я в этот раз, конечно, я лукавил, я говорил, что я обязательно поднимусь, я обязательно вернусь. Они не верили, но мы пришли к какой-то момент ситуации, что они согласились с этим. И это, кстати, был лучший день, потому что за 2 дня это... Дети взрослые? Да, моему старшему сыну 20 лет, младшему ребенку 5, поэтому приняли и отпустили. И когда я вернулся, первое, что я мог сказать своим детям, я просто сказал, я вернулся и я выполнил свои обещания. Это очень хорошо. Я напоминаю нашим подписчикам, что с нами Эдуард Кубатов, покоритель Эвереста. После того, как вы вернулись, было много наград, в том числе президент Беларуси. К этой награде кыргызстанцы отнеслись по-разному. Расскажите, как вы принимали, почему вы приняли эту награду? Почему она была вам вручена? Да, здесь нет никакой политики, здесь только вообще эта награда. Да. Эта награда для меня тоже была какой-то неожиданностью реально, потому что когда мне позвонили и сказали, я думал, что меня вообще разыгрывают. И потом, когда мне отправили ссылку на сайт президента, я увидел, что указ президента подписан. Но это связано с тем, что в нашей команде в экспедиции был очень сильный белорусский альпинист Вадим Фролов. И он, как каждый из нас, нес свой национальный флаг, и он нес белорусский флаг и флаг Знамени Победы, который поднимался над Рейхстагом. Это копия Знамени Победы, которая ознаменовала окончание Второй мировой войны. Но так получилось, что на 6400 он начал от ковида практически погибать. И я участвовал в числе нескольких альпинистов, участвовал в спасательных операциях. И практически мы спасли его, довели ее до того места, где мог вертолет его забрать, и практически своими собственными силами мы спасли своего напарника, альпиниста.
И вот когда он уже начиналась эвакуация на вертолете, и он тогда попросил поднять белорусский флаг. Я сказал, говорю, прости, мой друг, но я это не смогу сделать, потому что я подниму свой кыргызский флаг. И тогда он попросил поднять флаг победы. И я сказал, говорю, да, я потерял своих дедов на Великой Отечественной войне, для меня это тоже имеет огромное значение. Я сказал, флаг победы, если я доберусь до Эвереста, я обязательно подниму. И орден Франциска Скорина – это высшая гуманитарная награда в Беларуси, это высшая награда для иностранных граждан. И она, как бы, я награжден именно за спасательную операцию, за спасение белорусского альпиниста и за подъем вот, Знамени Победы. Вот. И Знамя Победы я же тоже не один поднимал. Я дождался своего напарника Георгия Шулепова, альпиниста из Коми. И мы тогда вместе с ним подняли эту награду, этот знамя. И белорусский президент посчитал необходимым и нужным наградить нас. Вот. Да, было много вопросов получать, принимать, но вы знаете, я эту награду воспринимаю как награду со стороны белорусского народа. И я воспринимаю эту награду как от Беларуси, как от страны, как от народа. Потому что, вы знаете, эта награда дана за спасение альпиниста. И без разницы, был бы на место белорусского альпиниста мог оказаться британский альпинист, американский альпинист, кто угодно. Но мы проявили там мужество, несмотря на то, что мы находились сами на грани, мы проявили мужество и силу, спасли белорусского альпиниста. У меня хватило силы и возможности поднять флаг победы над Эверестом. Это в дань памяти. И мы флаг победы с Георгием Шулеповым поднимали в дань памяти погибших, в дань памяти ветеранов, которые остались в 41-45-х годах. Поэтому так. И вы знаете, я принял эту награду с благодарностью. И история расставит все это. Поэтому здесь не было никакой политики, здесь не было какой-то ситуации. Это было только спасение альпиниста и флаг победы. Ну и, конечно, это была большая спортивная цель. Прекрасно. Вы сейчас президент Федерации альпинизма и скалолазания. Как будет развиваться федерация? Вы стали, и вот еще сразу вопрос, вы стали вторым кыргызстанцем, покорившим Эверест. Увеличилось ли количество детей, которые занимаются альпинизмом и скалолазанием? Ну, я считаю, что увлеченность сейчас горами, трекингом и альпинизмом, это связано все-таки в большей степени ковидом, потому что ковид заставил нас увидеть свою страну, повернуться к своей стране с лицом. Лицом, наконец-то. Да, но Эверест имел все равно какой-то определенный эффект, потому что в альпинистских секциях значительно увеличилось количество ребят, которые сейчас проявляют интерес к альпинизму, к скалолазанию. И я считаю, что мой небольшой, незначительный вклад в эту тему есть, потому что, видите, общественное внимание к восхождению Эвереста было большим, я даже сам не ожидал. И для меня это тоже, кстати, было большим испытанием, иметь вот такое общественное внимание, вот, ту популярность, которую я сейчас имею. Поэтому я, честно говоря, абсолютно такой не публичная личность, по крайней мере, был когда-то и старался жить своей собственной жизнью и не выходить вот в рамки общественного внимания. Вот, но вот Эверест оказал такое определенное влияние. Вот. Насчет Федерации альпинизма, я рядовой член был Федерации, и видите, Эверест подтолкнул или сделал таким возможным, чтобы... И вы знаете, мне настояли мои старшие товарищи, альпинисты, которые они просто настояли и заставили стать лидером Федерации альпинизма. И я долго не соглашался, но я принял это. Я понимаю, что для меня это очередная общественная нагрузка, общественная и спортивная нагрузка. Сейчас действительно у нас есть хорошие планы. Мы поменяли нормативную базу Федерации, привели ее в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета. У нас удивительная федерация в том плане, что в нашей федерации два вида олимпийских вида спорта.
и зимний, и летний. Это единственная федерация, которая имеет внутри себя два вида спорта. Это олимпийское скалолазание, это летний вид спорта, и ски-альпинизм, это комбинация горных лыж и альпинизма. И этот вид ски-альпинизма теперь будет в 2026 году в Милане будет тестирован как олимпийский вид спорта. Поэтому сейчас у нас достаточно серьезные планы. Прежде всего, я работу федерации вижу, чтобы мы могли достичь в ближайших 2-3 лет возможности получить олимпийскую лицензию на ски-альпинизм и олимпийское скалолазание. Для меня это будет для нашего отечественного альпинизма настоящим достижением. И, конечно, большие планы связаны. Я хочу по всей стране открыть альпинистские секции. Сейчас только одна альпинистская секция у нас в городе Бишкек. Второе, я хочу поднять, сделать несколько олимпийских скалодромов в Бишкеке, в Аше и в Караколе. Потому что без скалодрома развитие альпинизма невозможно. Я сейчас также возобновляю, мы вместе с МЧС, министр МЧС оказался очень сильным и очень продвинутым руководителем. Мы сейчас пришли к общему пониманию, что мы возобновляем, воссоздаем горно-спасательные отряды и подразделения МЧС совместно с Федерацией альпинизма. Я считаю, что никогда не будет развития нашего горного туризма, альпинизма, если не будут профессиональные спасательные отряды. Потому что спасательные отряды – это вопрос безопасности, вопрос качества нашего горного альпинизма и горного туризма. Да. Поэтому мы к этой теме идем. А также у нас будет несколько национальных проектов. Это гималайские экспедиции сборной Кыргызстана, поддержка нашей сборной Кыргызстана по реализации международных проектов. И вы знаете, я благодарен большому бизнесу, компаниям, которые проявляют интерес. И вероятно, Эверест в этом плане тоже играет очень большое значение, потому что тема Эвереста остается актуальным. И вы знаете, спонсоры, большие компании, инвесторы готовы сейчас рассматривать возможности инвестировать в наши проекты, наши спортивные проекты. Я же сейчас тоже, у нас большая тема в реанимации международных альпинистских лагерей, которые были на Памире, здесь в Аларче и в Хараколе. Это, конечно, большая тема, требует больших инвестиций, вложений, воссоздания международных альпинистских лагерей. Но Эверест тоже начинался с пика Ленина, поэтому я, в принципе, буду двигаться к теме создания международных альпинистских лагерей, потому что в свое время Кыргызстан именно славился своими альпинистскими лагерями. И лагерь на пике Ленина, он считался вообще, и даже сейчас он считается, что он является вторым по посещаемости и значению вершиной, по популярности вершиной после Эвереста. Пик Ленина. Наша вершина в Чоmalайской зоне. Поэтому и нужно это развивать, и будем двигаться. Планы хорошие. И я благодарен партнерам, которые не оставили меня в такой непростой период. Развиваемся и уверен, что в ближайшее время мы будем анонсировать все наши проекты. Вообще я хочу сделать так, чтобы федерация была очень открытой, чтобы она была доступной, чтобы это была не закрытая организация. Я хочу, я хочу очень вернуть популярность альпинизма, сделать ее таким востребованным не только в спорте, а и в жизни, потому что альпинизм это не только спорт, это мировоззрение, мироощущение собственной жизни. Это вообще практически другая жизнь. Я хочу, чтобы люди возвращались в горы, потому что в горах мы по-настоящему приобретаем качество жизни. Как изменил вас Эверест? Изменил ли он вас? Эверест очень сильно изменил. Многие ребята, многие люди знают меня, каким я был прежним. Достаточно жесткий, такой требовательный был человек. И, может быть, в какой-то степени эгоистичным. Много было вещей, в которых качества, которые мне не совсем импонировали или нравились. Но Эверест изменил меня. Эверест изменил меня практически полностью. Я изменил свое отношение к себе, свое отношение к собственной жизни.
к своим целям, к своим задачам, к своей роли в обществе. Поэтому Эверест очень сильно изменил. Но самый сильный урок от Эвереста, вы знаете же, перед самым восхождением, когда мне оставалось буквально 100 метров, меньше даже 100 метров, 180 метров до самого пика, я начал терять сознание из-за того, что моя маска просто оледенела так, что она не пропускала кислород, уже даже не только с кислородным баллоном, даже извне. И сработал вот этот эффект целлофанового мешка, и я начал терять сознание. Но все альпинисты знают, что если ты теряешь сознание, если ты ее быстро не вернешь, то ты останешься там трупом. Да, ты еще будешь, может быть, сутки жить, но без сознания ты уже все. Ты практически живой труп, и ты останешься там. И когда я терял сознание, я осознавал, что я могу погибнуть на горе. И вот тогда появилась вот эта ценность того, что такое вообще жизнь. Что жизнь, она для нас бесценна. Бесценна. И надо жить ее каждую секунду, каждую минуту. Радоваться тому, что происходит. Не жить прошлым, не жить будущим, а жить здесь и сейчас. И вот эти минуты, когда я терял сознание, я понял, что надо жить. И я благодарен то, что Всевышний мне в какой-то момент, через 40 секунд, 45 секунд он вернул мне эту жизнь. И после этого, и вы знаете, когда вернулось сознание, я знал, что Всевышний мне не даст дважды это испытание. Я знал, что я прошел это испытание. Я знал, что гора меня впускает и отпустит. Вы знаете, я шел с уверенностью. После того, когда я вернул сознание, я сказал, что все. Если я здесь погибну, значит, это будет величайшая несправедливость по отношению вообще к людям, к человеку. Поэтому я знал, что я выживу, я знал, что будет гора, и я знал, что гора отпустит. Но этот урок, 45 секунд, да, этот урок, я же поднимался, мне было 49 лет, и, к сожалению, я только в 49 лет понял, что жизнь – это такой бесценный ресурс, но этот ресурс, как вода в песок, уходит ежесекундно. И мы тратим всю свою жизнь на какие-то совершенно незначительные вещи. Мы не живем, а существуем, а надо жить. Поэтому Эверест мне подсказал, что надо жить. Я живу настоящим. Я не живу в прошлом, я не живу сейчас Эверестом. Я благодарен, с огромным уважением отношусь к этой вершине. Это для меня это как бы огромная мечта, настоящая моя любовь. Вот. Ну, я не живу теперь Эверестом. И не живу в будущем. Я знаю, что лучшее сейчас, вот сейчас происходит. Вот лучшее то, что сейчас происходит, это происходит сейчас, в этой студии, вместе с вами, вот в эту минуту, в эту секунду. И мне жаль, что многие люди этого не понимают. Спасибо, Эдуард. Я надеюсь, что планы, которые Федерации, и ваши личные планы связаны с как минимум еще 2 вершинами. Да, и вы станете кыргызстанцем, которому покорились 7 вершин. Да, завершит эту программу. Да, кто завершит эту программу. Я очень в это верю, Спасибо. Очень надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо вам, дорогие подписчики. С нами был Эдуард Кубатов, покоритель Эвереста. Пусть вам тоже покоряются все ваши вершины. Живите настоящим. Спасибо большое. Спасибо огромное.